Добрый день, уважаемые коллеги! Проект «Музыка для всех» является актуальным и современным в контексте реализации федеральных государственных образовательных стандартов, нацеленных на развитие интеллектуального и творческого потенциала. Начну свой мастер-класс со слов Михаила Ефимовича Николаева, нашего первого президента Республики Саха-Якутия. Музыкальное образование – всемирный тренд, и мы не имеем отставать в этом направлении. Промедление в этом вопросе уже недопустимо. Каждый год в жизни ребенка – это период огромных изменений в его сознании, в физическом и умственном развитии, в познании реального мира. В условиях четвертой промышленной революции, когда искусственный интеллект, технология больших данных и другие достижения технологии пытаются заменить человеческое, провести расчеловечивание нашей цивилизации, воспитание гармоничного человека, воспитание креативности, воспитание человечности становится еще более важным, крайне необходимым для выживания всего человечества. Наша средняя общеобразовательная школа номер 7 города Якутска при поддержке администрации школы в лице директора Светланы Нестеровны Федоровой с 2014 года вступила в эксперимент регионального проекта «Музыка для всех» под руководством доктора педагогических наук, профессора, автора региональной программы по предмету музыка с 1 по 9 классы. С 2014 по 2016 года, проходя курсы, каждый учитель музыки вел экспериментальные классы в своих школах. Во время курсов для учителей музыки были проведены занятия по следующим видам деятельности, используемые на уроках музыки. Это дирижирование, специальный инструмент, как фортепиано, баян, музицирование. Туда входили дополнительные инструменты, музыкальные инструменты, как блокфлейта, мелодика, ксилофон, металлофон и другие шумовые инструменты, хоровое пение и пластическое интонирование. По окончании курсов каждый из нас получил такие программы. Это хрестоматия, экспериментальные программы учебного предмета музыка, 1 класс, концептуальные основания новой образовательной программы по музыке для начальной школы в контексте проекта «Музыка для всех», экспериментальную программу по учебному предмету музыка в контексте проекта «Музыка для всех», также 1 и 2 классы, плюс фонохрестоматию 2 дисков. Наше Министерство образования республики обеспечил, был им закуплен комплект музыкальных инструментов. Туда входило 6 синтезаторов, цифровое пианино со стойкой, итак, якутский хомус, блокфлейта, мелодики, металлофоны, ксилофоны, тамбурин, колокольчики, бубны, барабаны, треугольники, маракасы, ложки. И в школе был проведен капитальный ремонт кабинета музыки, который был оснащен соответствующей аппаратурой. На данный момент в нашей школе по региональной программе «Музыка для всех» обучаются всего 21 класс. Итак, из них с 1 по 4 классы это у нас 8 классов, с 5 по 8 классы это у нас обучаются 12 классов и 1 класс, 9 класс, которые идут, обучаются по ФГОС программе, да, по музыке для всех. То есть туда входит в начальной школе 1 основной час и 2 часа из ФГОС часа мы проводим уроки
в расписании, основного расписания уроков, да? Поэтому охват, стопроцентный охват детей это обеспечен. Каждый ребенок, родитель каждого ребенка покупает осенью уже всем блокфлейты, которые занимаются по проекту «Музыка для всех», и поэтому нам, конечно, очень удобно заниматься, чтобы у каждого ребенка есть свой музыкальный инструмент. Таким образом, у нас вот с 1 по 6 класс в данный момент у нас дети, у меня в данный момент играют на блокфлейте. Итак, с 5 по 8 классы, в 5 классе у нас администрация дает дополнительные часы хоровое пение. Таким образом, у нас основные, как урок музыки, основной урок музыки и плюс еще час хоровое пение тоже стоит в расписании. Это как обычный урок входит. И таким образом у них по 2 часа музыки, да, это 1 час урок музыки, 2 хоровое пение. И в 9 классе, 1 класс у меня вот по проекту «Музыка для всех» я веду, вот 9 класс, у них, к сожалению, 1 час, но, в крайней мере, 1 час они занимаются хоровым пением. Модель профильного класса эстетической направленности в общеобразовательной школе в рамках реализации проекта «Музыка для всех». На примере 9 А класса средней общеобразовательной школы номер 7 города Якутска. Концепция модели. Создать условия для становления человека-гражданина, интегрированное в современное общество. Через систему дополнительного образования социальных партнеров дать возможность выбора учащимся социально и личностно продуктивных сфер и способов самореализации, сотрудничества и сотворчества, воспитать творческую личность, подготовленную к жизни. Включить детей и подростков в социально значимую деятельность, воспитать делом, а не словами. Результатом реализации проекта должна стать модель профильного класса эстетической направленности в условиях городской общеобразовательной школы. Актуальность данного проекта является, что, реализуя проект «Музыка для всех» и принципы системно-деятельностного подхода в соответствии с ФГОСТ, необходимо использовать эффективные новые формы организации ВУД. Применение модели профильного класса эстетической направленности показываю на примере 9 класса. Новизна проекта, что класс станет фактором социализации посредством развития эстетического направления в общекультурном социуме. Дети будут реализовать свои потребности и интересы. Проект позволяет каждому найти себе занятие по душе и смысл жизни. Цель – развитие классного коллектива через создание реализации модели профильного класса эстетической направленности в соответствии с требованиями ФГОС. Задачи: эффективно организовать ВУД в начальной общеобразовательной школе, общей основной общеобразовательной школе, прививать чувство прекрасному, воспитать любовь и уважение к культуре, традициям родного края, ко всему окружающему и самому себе. Побуждать каждого к саморазвитию и самопознанию. Таким образом, у нас неурочная деятельность ФГОС часов в начальной школе. Как вы видите, дано пример занятия на неделю. Это у нас было в начальной школе 3 часа музыки, 1 час основной час по федеральной программе и 2 часа по ФГОС час. Как заранее говорила, 2 эти основные часы, дополнительные часы по ФГОС мы ставили в основное расписание, чтобы был охват, стопроцентный охват учеников.
Также в неделю 2 часа дети занимались фольклором, народным пением, чабархах, сказанием, да, то, что именно якутское народное. И 1 час как урок был час ритмики, где дети знакомились и также танцевали. В последующих классах с 1 по 3 класс все вот таким образом работали. И в 4 классе совместно с Дворцом детского творчества 4 классы, учащиеся 4 классов, мы ходили 1 час во Дворец детства, знакомились с народными инструментами, оркестром народных инструментов. Да? Первоначальные навыки игры на народных инструментах, и в дальнейшем несколько детей в 5, 6 и так далее остались в оркестре заниматься дальше. Неурочная деятельность вот в начальной школе. По музыке для всех мы обязательно знакомимся в игре на блокфлейте. У каждого ребенка свой инструмент. Также 100% охват детей в фольклорном занятии. Также хоровое пение и очень много выступлений, конкурсов. Одновременно каждый год мы участвовали. Конечно, очень большую роль играет во всем этом классный руководитель. Если классный руководитель бок о бок идет с учителем музыки, то цель нашего проекта еще на 200%, можем сказать, имеет большой результат.
Внеурочная деятельность по ФГОС в средней школе немножко понизилась, но стараниями детей и учителей, конечно, у нас есть результаты. Внеурочная деятельность по ФГОС в средней школе – это у нас музыка для всех 2 часа, 1 час основной, 2 час ФГОС как кружок, но здесь уже кружок стоит не в расписании, а как отдельный кружок. И фольклор час, охват по 7 класс, охват был 100%, вот в этом 9 классе, да, и дальше уже дети ходили по желанию. И также в 9 классе по музыке хоровое пение 1 час 100% занятие. Внеурочные занятия с 5 класса и в дальнейшем, да, по 9 класс можно посмотреть, по каким направлениям дети посещают кружки, внеурочная деятельность. Да. 100%, все 30 детей ходят на хоровое пение. Итак, 60% детей посещает фольклор. В основном занимаются нашим якутским эпосом, олонхо, фольклором, асохаем и народным пением. Хореография 40%. У нас в школе есть ансамбль танца, танцевальный ансамбль Ситимчай, и основной состав этого ансамбля состоит именно из наших учеников. Художественное слово. Здесь можно сказать, надо сказать то, что учитель русского языка Анна Афанасьевна, она не ведет кружок, но она самостоятельно, дополнительно приглашает детей для участия в конкурсах, готовит детей конкретно к конкурсам, и охват детей там 80%, 100% посещение мальчиков этим занятием, да, и поэтому у нас вот результат такой, можем сказать, хороший. Дети не только поют, танцуют, читают стихи, они победители региональных, всероссийских, республиканских, городских конкурсов, олимпиад, самые активисты школы, они всегда идут вперед, всегда впереди разных мероприятиях, школьных мероприятиях, городских, республиканских. И надеюсь, что в дальнейшем в 10 и 11 классах они также будут заниматься своим любимым делом.
Ağbastan eygin görmüppün. Bu uğulan sıcıktı uyağız. Keretten kereni bildippin. Keretten kereni bildippin. Sen yılgan arkızda hayamma. Süpsürgen tibükte günler ber. Sirdağı suluğum oğlanı. İngi ver emmeci sırtıyım. İngi ver emmeci sırtıyım. Jufamuk astırını. Ihıktır ıdılgan turbuda. Ol hin kereciğini. Iratan umullan barbuda. Iratan umullan barbuda. Cüngtüğe uğukka kaydıran. Allah'ım taktağın kurduga. Üngерbe, yeyerbe, taptırban. Ayida, anyalda soğada. Ayida, anyalda soğada. Min kutum emiske dilinle. Etkisten bu kurduk dolguyda. Bu uğulan sıcıktı uyalas. Keretten keregatırtıstan. Keretten keregatırtıstan. Sürekber saz kılığın sulgan. Tününne alapka aktılgan. Üngörper gün ayı kevinden. Taptaltan karabı uğulanlar. Taptaltan karabı uğulanlar. Ey tübün, ol gürültügeni. Ağırbastan eygin körbüppün. Bu uğulan sürekli bu yavaş. Keretten kereni bildippin.
Результаты проекта: сформированный интерес к музыке, танцам, художественному слову, развитые универсальные компетенции, позитивная установка на здоровый образ жизни, воспитывать в себе такие качества, как отзывчивость, сопереживание, толерантность, ориентироваться в традициях народной культуры, изучать и охранять ценности родного края. Спасибо за внимание.